достаточно нам Аллаха. И он прекрасный. Проси прощения у Аллаха. И не откладывай это лишь, ведь время подобно миру. Просите у вашего Господа, у каждого человека своих забот. У нас были знания, но мы не действовали по ним. Жизнь поставила тебе подножку, когда ты была не готова. Когда твои колени ударились о землю, все твое тело содрогнулось от боли. Ты совершила ошибки, которые не должна была совершать. Тебя обманывали много раз. Каждая ошибка, каждый обман добавляет еще сожалений в этот список. Когда ты хотела поговорить со своими друзьями о боли, которая копилась внутри тебя, ты расплакалась. Но они сказали тебе забыть об этом и вели себя так, будто это пустяк. Ты стала свидетелем того, как люди, которых ты не хотела покидать, бросили тебя так легко. Ты так устала. Ты устала от разговоров, устала от страданий. Они снова расстроили тебя, сестра моя. Ты сделала лишь одну ошибку, а они ткнули тебя носом в грязь 1000 раз. Люди не поняли тебя. А может быть, и не пытались понять. И сейчас даже ты сама перестала слышать себя. Ты не знаешь, что делать. Ты словно в ночном кошмаре, от которого не можешь проснуться. Ни ты, ни твоя жизнь не была настолько реальной. Ты так реальна, что когда все твои проблемы крепко сжимают твое сердце, твое дыхание останавливается. А если это так, то почему бы тебе не остановиться и не спросить себя, неужели после всех этих проблем ты сдашься и выберешь быть человеком без цели, человеком, который ничего не делает, кроме как служит мечтам других людей, бесполезным для себя человеком? Тогда послушай внимательно. Есть тысячи людей, таких же, как и ты. Что делает тебя особенной? Ты не являешься хорошим человеком только потому, что ты думаешь, что ты хороший человек. И вот почему ты не делаешь что-то, чтобы улучшить себя. Нет, сестра моя, пока ты не будешь стремиться к большему, ты никогда не станешь достаточно хороша. Когда ты смотришь на положение в мире, разве ты не видишь, что становится все хуже? Невинные люди страдают из-за бесконечной жадности, из-за жестокости. Ты не можешь успокоить свою совесть, говоря себе, что ты хороший человек. Каждый раз, когда ты не стараешься быть лучшей версией себя, зло становится еще большим злом. Разве ты не видишь этого? Всякий раз, когда ты самодовольствуешься, ты оскорбляешь дарованные тебе возможности. Не обращай внимания на то, что делают другие. Иди своим путем, соревнуйся с собой. Усиливай свои способности. Не только для себя, но и для притесненных, невинных матерей, детей. Когда есть дети, которые не могут найти воду, чтобы попить, или куска хлеба, чтобы поесть, как ты можешь сделать удовольствие целью своей жизни? У каждого идет борьба. У одних людей черствый хлеб, у других мелкие бриллианты. У всех идет борьба. Вот в этом и заключается жизнь. Какая разница, живешь ли ты, чтобы помогать другим или нет? Какая от тебя польза миру? Нет, не делай этого только для себя. Создавай наследие, которое не будет похоронено вместе с тобой после того, как ты умрешь. Ставь цель. Старания делают человека ценным. Ты так же ценна, как и твои усилия и цели, сестра моя. Зачем тебе нужно подражать чужим взглядам на жизнь? Не позволяй их образу жизни определять твою жизнь. Эта жизнь твоя, чтобы жить. Сделай ее ценной при помощи цели. Если необходимо, рискни остаться в одиночестве, чтобы достичь своей цели. Люди не всегда будут поддерживать тебя. Те, от кого меньше всего ожидаешь, будут неоднократно наносить тебе удары в спину. И не переживай об их предательстве, иначе ты будешь постепенно терять себя. Жизнь – это не прямая линия, сестра моя. И жизнь не идет по прямой линии. И ты не можешь просто стоять на одном месте. Ты на айсберге. Ты либо карабкаешься вверх, либо скользишь вниз. По мере того, как ты будешь бежать к своей цели, ты будешь пересекать горы. Будут такие,
кто скажет: «Ты та, кто спасет мир», ты повернешься и скажешь: «Да, я та, кто спасет мир». А что, есть проблема? «Это невозможно», скажут они, но ты не поверишь им. Ты будешь кричать: «Вы лжете!» каждому из них. Ты скажешь им, чтобы они увидели пределы возможного. Вы должны попробовать невозможное. Но знай, что бы ни случилось, что бы ни произошло на твоем пути, даже если то, чего ты хочешь, самая трудная вещь в мире, это не является невозможным. Если Аллах на твоей стороне, то нет ничего невозможного. Я не обещаю тебе, что достичь твоей цели будет легко. Это может быть очень трудно. Возможно, ты будешь истощена. Ты способна сделать нечто большее, чем просто плыть против течения. Ты можешь изменить направление течения. Оригинальная идея. Если у тебя есть вера, Аллах будет вдохновлять тебя. Не скупись. Просто верь. Доверься своему Господу и верь в себя, потому что это характерная черта всех успешных людей. Верь в Аллаха, как будто ты видела, как обещанный Аллахом день пришел. Если ты усердно трудишься, много молишься и многого хочешь, то Аллах проявит свою милость. А когда проявляется милость, невозможное становится возможным. Отчаянно попроси об этом. Помни, что люди скажут тебе: «Не говори амин на те дуа, которые не сбудутся». Скажи им: единственный, кто решает, какое дуа принять, это Аллах. Даже если тебя беспокоит боль от усталости, даже если тебе в голову придет все бросить, никогда не сдавайся. Успех не мгновенен. Ты должна усердно работать, чтобы достигнуть его. Ты не можешь быть победителем на этом пути, не получив и нескольких боевых шрамов. Давай, подними свои руки, сестра моя. Бог один. Не истощай себя другими вещами. Не унижайся и не чувствуй себя в долгу перед людьми. Не льсти и не лебези перед ними, и не унижай себя. Не следуй за ними и не усложняй себе жизнь. Не бойся их и не дрожи перед ними, ибо Владыка Вселенной есть Он один. У Него ключ ко всем вещам. Все сущее в Его власти. Все будет решено по Его приказу. Если ты обретешь Его, ты будешь спасена от бесконечных долгов и бесчисленных страхов.